Это не гордость страны, а настоящий страх каждого таджика. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о новой жертве. И почему правительство ничего не делает. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Просим людей, которые смотрят наши видео с территории Российской Федерации или аккаунт зарегистрирован на российский номер, включать при просмотре VPN. Поддержите, пожалуйста, наш канал. Тело солдата, скончавшегося во время службы в армии, передали родителям. Шахруху Макамову было 19 лет. В армию его забрали год назад. В воинской части заявили, что солдат умер от болезни, однако родные предполагают, что он скончался в результате побоев и требуют тщательного расследования. В доме Махкамовых в селе Равати-Нав города Канибадама траур. 18 октября из Душанбинского морга доставили тело 19-летнего сына. Шахрух Махкамов первые полгода служил в Хатлонской области, после чего его перевели в воинскую часть, расположенную в Мургабском районе Гбао. Арбор Махкамов, отец солдата, сообщил, что тело сопровождали 5-6 офицеров и солдат, которые сказали, что Шахрух умер от сердечно-сосудистого заболевания. Такой диагноз зафиксирован в свидетельстве о смерти солдата. Шахруха, по словам близких, осенью прошлого года забрали в армию. Несмотря на многочисленные болезни, повестку ему не вручали из-за болезни. У сына были зоб и заболевание горла. Он также жаловался на боли в сердце, рассказала Сайлихон Махкамова, мать Шахруха, в беседе 20 октября. По ее словам, последнее время сын жаловался на унижение и неуставные отношения в воинской части. Думаю, что его там избивали. Я не верю, что он умер от болезни. Его били, плачет женщина. Как вы думаете, что на самом деле произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Близкие Шахруха Махкамова требуют тщательного расследования причин его смерти и наказания виновных. Власти Таджикистана утверждают, что призыву в армию не подлежат молодые люди, признанные негодными или ограниченно годными к строевой службе по состоянию здоровья. Однако нередко в военных комиссариатах ради выполнения плана по призыву не замечают даже серьезные заболевания новобранцев. Между тем, одними из основных причин отказа молодых людей от срочной службы в таджикской армии остаются неуставные отношения и жестокое отношение к молодым военнослужащим, которые иногда приводят к увечьям и даже гибели солдат-срочников. Однако официальные власти заявляют, что любой офицер или солдат, который ведет себя не по уставу, будет наказан, и что в последние годы неуставных отношений в армии стало намного меньше, но жертв не стало меньше. Чаще все ситуации просто умалчивают, ведь это портит имидж таджикской армии, и молодые люди просто не захотят в нее идти. Но по факту народ-то знает, что происходит, и молчать он не собирается, ведь это может стать сын, родственник, брат, кто угодно, каждого из нас. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто первостепенно виноват во всем этом? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.